بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен ими обеими, Аллах сказал: я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: некогда трое людей из числа живших до вас отправились в путь и шли до тех пор, пока они остановились на ночлег в какой-то пещере. Но когда они вошли туда, с горы сорвался огромный камень и наглухо закрыл для них вход из нее, то есть из этой пещеры. И тогда они сказали: «Иннаху ла юнджикум мин хадихи сахра илля ан тад'у Аллаха бисалихи а'маликум». Поистине от этого камня вас может спасти только обращение к Аллаху с мольбой о том, чтобы Он избавил вас от него за ваши благие дела. И тогда один из них начал сделать дуа Аллаху азза ва джаль, то есть и он начал упоминать свое благое дело, которое у него было. И первый, который упомянул, это было, он сказал: «Аллахумма кана ли абавани шайхани кабиран, ва кунту ла агбику каблахума ахлан валя малан». И он сказал: «О Аллах, у меня были старые родители, и по вечерам я никогда не поил их молоком». То есть я никогда не поил молоком ни домочадцев, ни своих рабов, то есть он не кормил ни свою семью, то есть детей и жену, и также не кормил ни своих рабов до того, как не напоит этим молоком своих родителей. И он сказал, и в один день он, когда вышел, чтобы искать, то есть в поисках, как пришло в одном ривайте деревьев, и как пришло в другом ривайте, когда он искал своих верблюдицев, он очень долго задержался и пришел домой поздно вечером. И когда он пришел поздно вечером, он нашел своих родителей, которые уже уснули. И тогда он напоил своих верблюдиц, то есть надоил молоко, и ждал, пока они не проснутся, то есть ждал у их кровати, пока они не проснутся. И как пришло в другом ривайте, в то время, когда он ждал до тех пор, пока они не проснутся, его дети плакали от голода. Но тем не менее он не желал ни разбудить их, и также не желал напоить своих детей раньше, чем своих родителей. И после этого этот человек сказал: «Аллахума ин кунту фа'альту залика бтига'a ваджхик, фафарридж анна ма нахну фихи мин хадихи сахра». О Аллах, если я сделал это ради лика Твоего, то освободи нас от этого положения, в котором мы нашлись. То есть освободи нас от этого камня, который закрыл нам выход. Фанфараджат шай'ан ла ястати'ун аль-хурудж. И этот проход открылся чуть-чуть, однако этого еще не хватало, чтобы они вышли. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, и следующий человек, который с ними был, из этих троих, он сказал: «Аллахума канат ли бинту аммин канат ахабба наси илейя, фарадтуха ан нафсиха, фамтанаат минни». О Аллах, поистине у меня была дочь моего дяди, которую я любил больше всех людей на этой свете. И я желал ее, очень сильно я желал ее. И однако она противилась мне. Он говорит, она противилась мне, и это продолжалось до тех пор, пока не пришел засушливый год. И, то есть засушливый год был, и у людей был голод. И она пришла к этому человеку, то есть к сыну своей дяди, и попросила у него немного денег. На что он сказал, что даст ей 120 динаров, золотых динаров, если она, то есть, позволит ему, то есть, сблизиться к ней, то есть совершить с ней зина. Она взяла у него деньги, но когда он приблизился к ней, эта девушка, то есть его дочь его дяди, сказала ему: «Ля ухилля лака ан тафудда аль-хатама илля бихакиха». Она сказала: тебе недозволено тебе
тебе не дозволено нарушить эту печать, то есть ее целомудрие, кроме как по праву, то есть по шариатскому праву, кроме как это дозволено по шариату. И тогда он говорит, и в этот момент я испугался, что совершу именно вот большой грех, и я оставил ее и ушел, то есть не совершив этот грех с ней, и оставил ей эти деньги. И после этого он сказал: «О Аллах, если это действие, которое я сделал, было ради лика Твоего, то избавь нас от этого камня, то есть дай нам выход из этого прохода». Тогда этот камень еще отодвинулся, и то есть еще освободилось вот это место для выхода, однако этого им еще не хватало, чтобы полностью, то есть, выйти из этой пещеры. Тогда пришел третий человек, то есть, вернее, который был с ними, третий человек, он начал делать дуа и сказал, «О Аллах, поистине у меня были люди, которые работали у меня». То есть, поистине однажды я нанял работников и заплатил всем им, кроме одного человека, который оставил то, что ему причиталось. И ушел, то есть он ушел, оставив то, что ему причитается. И он говорит: я же использовал его деньги и приумножил их. А через некоторое время он явился ко мне и сказал: «О раб Аллаха, отдай мне мою плату». Тогда он говорит, я ему сказал: «Я Абдуллах». То есть тот человек ему сказал: «Я Абдуллах, адди илей аджрак», отдай мне мою плату, он сказал. Факульту лаху, я ему ответил: «Куллю ма тара мин аджрика мин аль-ибили валь-бакари валь-ганами валь-ракик». Он говорит: все, что ты видишь из этих верблюдов, из этих коров и также из этих овец, это все, и рабов, это все является твоим. И на что тот ответил ему: «Я Абдуллах, ля тастахзи би». Не издевайся надо мной, он сказал им. Тогда он ответил: «Инни ля астахзи бика». فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. И он тогда взял все, на что ему он указал, и ушел, не оставив ему ни одну из этого имущества. Тогда этот третий человек сказал: «Аллахумма, фаин кунту фаальту далика бтига'a ваджхик». О Аллах, если я это все сделал ради лика Твоего, то освободи нас от этого камня, то есть и позволь нам выйти из этой пещеры. И тогда этот камень отодвинулся еще больше, и они смогли выйти и уйти. То есть в этом хадисе есть очень много польз, которые извлекает мусульманин. И первая польза это достоинство хорошего отношения с родителями. Самое большое достоинство, то есть одно из больших достоинств, это хорошее отношение к родителям. И также это хорошее отношение к родителям является то, что может избавить мусульманина от бед. То есть мусульманин, если будет относиться к своим родителям хорошо, это одно из причин, которое может исправить его от бед. Как сказал Аллах в Коране: «Вакада раббука алля та'буду илля ияху ва билвалидейни ихсана». И твой Господь повелел тебе, чтобы ты не поклонялся никому, кроме Аллаха азза ва джаль, и чтобы ты обращался к своим родителям хорошим образом, чтобы ты был с ними в хороших отношениях, чтобы ты им подчинялся. И это указывает, и также пришел хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, хадис Сахих Бухари, Муслим, где пророк, алейхиссалату вассалям, когда у пророка, алейхиссалату вассалям, спросили: «Айюль амали ахабу иля Аллах», какое из действий, какое из поклонений более любимое Аллаху азза ва джаль? На что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ас-салату аля вактиха», это намаз, выполненный в свое время. Тогда у него спросили: «Тумма ай», затем какое поклонение? «Тумма бирруль валидейн», сказал пророк, алейхиссалату вассалям. После этого это хорошее отношение, то есть к родителям. «Каля тумма ай», и после этого какое, спросили у пророка, алейхиссалату вассалям. На что пророк, алейхиссалату вассалям, ответил: «Аль-джихаду фи сабилиллах», это сражение на пути Аллаха азза ва джаль. Этот аят, эти хадисы, также хадис, который мы привели в начале, указывает на то, что хорошее отношение к родителям, это, как мы уже упомянули, это одно из таких причин, которые может избавить человека от множества бед. И
истинную цену родителям не может познать никто до тех пор, пока не потеряет их или одного из них. И поистине тот, который потерял одного родителя или же обеих, он знает истинную цену родителям. И вторая польза, которая извлекается от этого хадиса, это то, что воздерживание от зина, от большого греха, такого как зина, это то, что может помочь верующему человеку в судный день. То есть, когда Аллах Азза ва Джаль, как пришло в другом хадисе, где пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что в судный день, когда все люди будут в своем поту, то есть под солнцем, 7 человек окажутся под тенью Аллаха Азза ва Джаль. И из них был один, который «Вараджулун да'ату мраатун ذاتу мансибин ва джамалин, факаля инни ахафуллах». Это когда женщина, знатная, красивая женщина, призовет человека, мужчину, чтобы он совершил с ней зина, и он скажет: поистине я боюсь своего Господа, я боюсь Аллаха Азза ва Джаль. И этот человек также окажется, это он, один из 7, кто будет в тени, которую сделает Аллах Азза ва Джаль в то время, когда никто из других рабов не будет под тенью Аллаха Азза ва Джаль. Третья польза из этого хадиса это то, что этот хадис указывает на то, что мы должны сдерживать аману, которую мы должны соблюдать между своими братьями, то есть между людьми. Аману, которую приказал нам Аллах Азза ва Джаль, чтобы мы его соблюдали. И как Всевышний Аллах Азза ва Джаль, то есть это хадис, которым в этом хадисе, который мы упомянули в начале, было то, что как этот человек, у него нанял себе работников, и когда все они взяли плату, и один оставил свою плату, чтобы потом вернуться и забрать его, этот человек что сделал? Он сохранил его имущество, более того, он приумножил это имущество его и отдал ему полноценно все, что ему полагалось. И поэтому также Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: «Валладина хум ли аманатихим ва ахдихим раун». Поистине это те, то есть верующие, которые сохраняют то, что верено им, и сохраняют договор, который они заключили. То есть это один из сифатов верующего человека. Четвертая польза этого хадиса это то, что одна из самых больших причин, которая может избавить верующего человека от бед, это искренняя дуа Аллаху Азза ва Джаль. То есть искренняя дуа, зная, что, будучи уверенным, что Аллах Азза ва Джаль ответит ему на его дуа. И такое дуа, как это сделали вот эти 3 человек, когда они упомянули свои благие дела и попросили искренне Аллаха Азза ва Джаль, чтобы он избавил их от этого заточения в этой пещере. И как Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. И если у тебя мои рабы спросят, где я, то есть если Аллах Азза ва Джаль спросит у тебя, где он находится, فَإِنِّي قَرِيبٌ, говорит Аллах Азза ва Джаль, поистине я близок к ним. «Уджибу да'вата да'и ида да'ан», и я отвечаю на их дуа, когда они у меня просят. То есть Аллах Азза ва Джаль в этом аяте ясно говорит, что Он отвечает на дуа своих рабов, когда они напрямую у Него искренне просят, а не так, как делают некоторые мушрики, предавая сотоварища Аллаху Азза ва Джаль. И Аллах Азза ва Джаль говорит: «Фалястаджибу ли ва лю'мину би ла'аллахум яршудун». Пусть они ответят мне, говорят Аллах Азза ва Джаль. То есть пусть они ответят, когда Аллах призывает своих верующих, чтобы они не поклонялись никому, кроме Аллаха Азза ва Джаль, чтобы они не предавали в поклонении сотоварища Аллаху Азза ва Джаль. «Ла'аллахум яршудун», и тогда они будут на истинном пути, говорит Аллах Азза ва Джаль. И пятая польза этого хадиса, это то, что искренность это также является причиной
когда Аллах Азза ва Джаль избавляет своих рабов от разных бед, которые их настигают. И также шестое это машру'iяту тавассули иля Аллахи биль амали салих. Это узаконенность, то есть то, что в шариате дозволено в качестве дуа Аллаху Азза ва Джаль сделать посредничеством через свои поклонения, свои хорошие поклонения. То есть, если ты совершил хорошее поклонение, ты можешь звать Аллаху Азза ва Джаль посредством этого поклонения. Как это сделали вот эти трое человек, которые оказались в этой пещере. Когда они упомянули то, что они сделали из своих хороших благ, хороших дел, и попросили Аллаха Азза ва Джаль: «О Аллах, если мы поистине сделали эти поклонения ради Тебя, то избавь нас от этого положения». И Аллах Азза ва Джаль ответил им на их дуа. И этот тавассуль, то есть когда верующий может, когда он делает дуа Аллаху Азза ва Джаль, сделать посредником себе, это одно из двух дозволенных в шариате действий. Первое — это хорошее действие, которое, то есть твой хороший амал. И второе, когда ты в качестве посредничества упоминаешь имена Аллаха Азза ва Джаль. То есть упоминаешь имя Аллаха, Я Рахман, Я Рахим, или другие красивые имена Аллаха Азза ва Джаль. И посредством этих имен ты можешь взывать Аллаху Азза ва Джаль. То есть эти две причины, которые в шариате дозволяются, чтобы их сделать посредничеством в поклонении Аллаху Азза ва Джаль, или же в дуа Аллаху Азза ва Джаль. Однако все остальные, которые делают мушрики, которые берут в качестве посредников разных аулия или же разных других объектов поклонения, то есть это является ширком, как сказал Аллах Азза ва Джаль. То есть когда Аллах Азза ва Джаль спросил этих мушриков: почему вы поклоняетесь этим идолам, они сказали: «Ма на'будухум илля лиюкаррибуна иля Аллахи зульфа». Мы не поклоняемся этим идолам, кроме как для того, чтобы они сблизили нас с Аллахом Азза ва Джаль. То есть такие действия, они являются куфром и ширком. Однако то, что дозволено шариатом, это когда ты взываешь Аллаху Азза ва Джаль посредством своих хороших дел, которые ты сделал ради Аллаха Азза ва Джаль, а также имен Аллаха Азза ва Джаль. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.